Бисмиллахир-рахманир-рахим. В эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня у нас 18 апреля 2023 года, 18:01 по Берлину, 19:01 по Джохару. Друзья, витаю вас всех. Приветствую вас всех. Я, как обычно, все в спешке. Так, стрим у нас идет в TikTok, и у нас стрим идет в YouTube. Решил немножко свободное время чуть-чуть потратить на общение с вами, друзья. Сейчас только я постараюсь это все настроить. Как-то так, наверное. Надя, витаю вас, витаю. Салам Маршал, Шукхуйга, Валерий Самарай, приветствую, Валерий. Витаю всех. Все, Евгений, Леди, Катя, Мадина, все приветствую вас, друзья. Так, ну и как обычно, начиная свой стрим, я приведу нам сводки от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Посмотрим, какие там потери у русских террористов. Так. Чем больше лайков, тем больше зрителей, говорят. Мне TikTok напоминает, друзья. Так, почему-то я никак настроить камеру не могу в TikTok. Ну и все. Так, за прошедшие сутки уничтожено 470 оккупантов. Итого их цифра достигла 183 130 штук. 18 апреля, на сегодняшнее число, на 18 апреля 2023 года, с начала крупномасштабного вторжения русских оккупантов 24 февраля 2022 года. Один танк уничтожен, 11 боевых машин бронированных, 6 артиллерийских систем, 6 БПЛА сбито, 4 автомобильной техники и цистерны и 2 спецтехники. Вот такие вот, друзья, дела. Вот такие вот дела. Аллаху мар'обалдуль амин, север амин. Север какая, связи нет. Как нет? Обрыв, вы имеете в виду? Или у вас нет, Надя? В Украине, может, нету. Вот такие вот дела в Украине, на фронте, да, в Украине, на фронте обстоят. Вот такие потери у русских оккупантов. Ожидается сейчас крупномасштабное вторжение, контрнаступление. Ужас, ужас. У вас нет, да, на связи? Ну, держитесь. Вроде бы вам там налаживали эту связь, не знаю. Starlink, там все такое. Не работает? Не работает. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Нох машуоль, Рафаэля Шайга машуоль. Так. Я тут сейчас пока в Фейсбуке поглядываю. Прошу вас поделиться трансляцией и пригласите ваших друзей. Мне вот TikTok напоминает, друзья.
Так, 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 так. Да, конечно. Когда тебе кажется, что цель недостижима, не изменяй цель, изменяй план действий. Конфуций. Так что, друзья, цель наша достижима, и ее изменить мы не можем, при всем желании даже. Китайцы восхитились дизайном новых автомобилей «Москвич». РИА Новости сообщает. Ну вообще, скоро будут на Луну летать, на Солнце летать, как Северная Корея. И сама видела, как украинцы на Пасху яйцами русских солдат бьют. И показывается та тетенька, которая там про распятого мальчика, по-моему, рассказывала. Так. Что-то 15-рублевый даже не заходит. Я понял, 15-рублевый заходит, когда много здесь людей собирается и начинается какая-нибудь тема. Я все понял их действия, да. 15 рублей им платят не просто так-то. Ясненько, ясненько. У оптимистов бывают мечты, у пессимистов кошмары. Бернард Шоу. Вот такие вот дела, друзья. Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте. Вот украинцы, видимо, диверсионное сало заслали. Украинцы. Аслан, на России тишина перед бурей, все сидят на чемоданах. Да? Ночи. Отлично, да. Но смотрите, очень много сейчас людей, которые работали в системе. Это могут быть там менты, это в основном ФСБшники, чиновники, менты, вот эти люди, судьи, пытаются сейчас эвакуироваться под разным предлогом. Потому что, во-первых, сейчас Путин планирует начать массовые репрессии, расстрелы всех, кто будет оказывать сопротивление. А система уже пошла в разнос. И расстреливать будут разных высоких чиновников в том числе. А эти чиновники не хотят, чтобы, как вы понимаете, чтобы их расстреливали. И они как бы по-всякому саботируют. Вот то, что сейчас Путин не проводит вот всеобщую мобилизацию, всех там выводить не просто забирать молодежь на войну, мужчин на войну, а вообще всю экономику перевести на военные рельсы, там, вот, полностью изменить всю Россию, он не решается, потому что это чревато, очень много недовольных. С другой стороны,
Если не сделать этого, то не произойдет ничего, что они хотят добиться. Результата нет. И вот сейчас от ожидания смерти, как говорится, хуже самой смерти. И вот шаг за шагом, целенаправленно, каждый день мы видим, потом еще какая-то утечка произошла, кто-то там своровал. И вот, вот эта вся ситуация, а ее скрыть в принципе, вот это контрнаступление, современной войны невозможно. Потому что если у вас есть там спутники, дроны, третье, десятое, агентура, то вы знаете, что происходит скопление, вы знаете, что передаются танки украинцам, орудия. Но это весь год накапливалось, это орудие. Нам многого не говорили, я уверен просто. Ну, почти нам ничего и не говорили. Да? И оружие в огромном количестве у Украины есть. И сейчас вот этот контрнаступ, который может произойти, он может произойти при помощи НАТО. Да, это же есть томагавки ракеты. Мы еще про них не слышали. Мы слышали, как русские били по Днепру, по Киеву, по другим местам, где они там, куда они только не били. По Харькову били. А вот чтобы украинцы били, мы этого не слышали. Иногда там дрон долетит куда-то, украинцы на себя это не берут ответственность. Ну вот эту информацию мы имеем. А по факту, чего боятся русские, вот если послушать Рогозина, там, других там разных их, там, как его, забыл, какой-то эксперт у них есть, тоже очень грамотный такой чувак, они говорят про томагавки, про ракеты, потом наводящиеся бомбы, которые просто, я вчера вам показывал эти компьютерные ролики, как это все происходит. Просто самолет пролетает, их забрасывает эти ракеты, и они на парашюте спускаются, сами находят цель и летят уже к этой цели. Все, и она не просто усыпает, как обычный бомбардировщик бомбы, а на парашюте он умные, как-то они называются, умные, по-моему, эти бомбы называются, или самонаводящиеся какие-то бомбы. Поэтому томагавки, их одновременно, вот сами эти томагавки, например, если подтянуть корабли, авианосцы, например, американские, там, если это вступит Америка в войну, если там, например, Польша вступит в войну, ну, страны Балтии, например, готовы воевать, уже помогают очень сильно Украине. Они фактически там всем помогают. Страны Балтии, поляки, это просто, ну, все отдают. Они прекрасно знают просто, кто такая, что такое Россия. И если это все одновременно, да, сухопутно пойдут украинцы, а с неба, с воздуха будет все это делать страны НАТО. Что от русских останется? Они начнут сдаваться. А если это начнет рушиться, вот этот фронт рушиться начнет, если начнут массово сдаваться, а мы, слава богу, мы тут есть, мы начнем это все показывать, распространять, тиражировать, и все, и морального духа у русских нет никакого. Все начнут падать. И все, фронт начнет падать, и на этом все закончится. У меня почему-то какие-то проблемы в ТикТок, друзья. Скажите, как вы? Можете комментарии мне писать? Можете, что происходит у меня в ТикТок? Обрыв связи или что там происходит? Скажите, пожалуйста. Поэтому вот такие вот дела происходят. Будут происходить, и вот это все очень-очень все печально. Все, ну, для русских, конечно, для России. И массово начнут сдаваться в плен. И будем наблюдать, что будет происходить, посмотрим. Так, давайте еще комментарии. Аслам всем в чате, салам Марша. Салам, Евгений, салам, шалом тебе. Уже сагатло самушиц общаться, цедич учуа. Дадиз общаться, да? Так, Александр Машуэль, так, слушал Табахов. Корни не согласен. Если бы США не дали джавелины и стингеры в огромных количествах, то Ваньки взяли бы Киев. Ну, я не знаю, короче говоря, что было бы. Факт остается фактом. Джавелины, стингеры дали, бесспорно. И такие люди, как Табах, например, об этом трубили с первых дней. И
одна сторона, там, демократическая партия или часть демократической партии ведет себя так, когда она находится у власти. И это не значит, что другие, там, и республиканцы, или другая часть демократической партии не пытаются это исправить и как-то помочь. Поэтому, мне кажется, очень много здравых вещей говорит Гарри Табах. Я просто всех деталей вот этой американской кухни, вот этого всего не знаю. И поэтому я на многие вещи просто ориентируюсь на то, что говорит сам Гарри. Потому что Гарри человек, заслуживающий доверия, в моем понимании. Поэтому, ну, он разбирается, как никто другой, вот в этой кухне. Вот как-то так, да. На днях меня атаковали тролли в ТикТоке. Даже мой номер телефона требовали, черти. Да, ну, очень интересно, Ночи. Ты написал мне, что ты выйдешь со мной в эфир, если ты помнишь, в Ютубе. Ты мне на WhatsApp напишешь. И это могло послужить поводом. Это такой трюк у них, чтобы запугать, там еще что-то делать. Как только ты какое-то действие предпринимаешь, все, они начинают атаковать. Вы же знаете, кто из вас свободный и независимый, правильно? Это я могу вас некоторых ошибаться. А вы сами знаете, что вы независимы и что вы не работаете на эту фашистскую гибню. На вас всех, они друг друга, кто работает, они знают. И они на вас всех там пытаются, наблюдают, смотрят и пытаются как-то на вас повлиять. Потому что каждый зритель, каждый, кто пишет комментарий, человек, его нужно сбить, отторгнуть. И вот канал нужно уничтожить. Вот, нужно сделать нас маргиналами, чтобы показать, что мы никому не интересны и так далее, и так далее. Поэтому это может быть именно, еще раз говорю, связано с тем, что ты сказал, что ты выйдешь со мной на WhatsApp на связь, и все, и начали тебя атаковать. Имею в виду. Поэтому берегите свои данные, не распространяйтесь, друзья. Мы на войне, и поэтому будьте начеку. Ваша безопасность в ваших руках. Так, Трамп предлагает сдать Крым и Донбасс России. Не предлагает Трамп, такого никогда не говорил. Такого никогда не говорил. Наоборот, он говорит, что засилие, гибни на украинском телевидении, везде гибня. Вот что я от него слышу. Да, будет мощный контрнаступ, да. Табах чересчур строг администрация США. Так, ладно. Салам ашту масарга машал гульчире машур ферстману алейкум ассалам жарг машур марату алейкум ассалам. Планируется самая настоящая активизация по истреблению свинячьих рож и поросячьих рыл, говорит Марат. Алейкум салам, Марат. Ну, главное, оккупантов. У агитаторов РФ конкретная истерия. Такую пургу несут, даже интересно, на чем они сидят. С одной травы так не попрет. Да, Евгений, там очень у них все плохо. Тоже наблюдаю, просто не нарадуюсь. Сейчас они боятся, что им сейчас придется капитулировать. Очень боятся. Очень. Привет из Тбилиси, Нохча. Приветствую, Гамаджоба, Геназвале. Все плохо у них, все плохо. Ведь никто же не заставлял. А сейчас как у него вопрос стоит? Вот они говорят, Пригожин говорит, нужно, остановиться, окопаться и держаться, все. Вот захватили они часть украинской территории, на ней стоим, сражаемся, гибнем, ну, чтобы не пропускать их там, на российскую территорию. Некоторые говорят, там, например, кто у них там есть, этот толсторожий, есть у них журналист один. В Чечне постоянно его пока Сладков такая рожа. Военный преступник, обязательно, Сладков, по твою душу лично я буду ходатайствовать, чтобы ты оказался на скамье подсудимых. Но это так, для сведения, для Сладкова. И
как и Невзорова, которого гражданство Украины сейчас Зеленский подарил вместе с Подолеком и другими. Короче, говорят, что если мы будем обороняться, то мы не будем достигать операции СВО там, и так далее, и так далее. На самом деле, если русские не будут нападать и будут только обороняться, то у них дела будут намного хуже. Потому что если их не гнать вперед, у Украины так много сейчас артиллерийских, вот, дальнобойных вот этих орудий, что украинцы будут просто их расстреливать. Украинцы будут отдыхать. Потому что их же не штурмуют, они будут спокойно сдалека расстреливать. И только лишь нападая на украинцев, украинцы несут потери, и вот только так они создают наши проблемы. А если они уходят в оборону русские, то украинцы имеют дальнобойное орудие, они будут оттуда стоять, и потихонечку диверсанты, наши спецгруппы будут лазить и их ликвидировать. И таким образом моральный дух, психологический дух, вообще боевой дух у русских вообще упадет, и этот фронт будет просто потихонечку один за одним разбираться, и все, и отступление будет. Поэтому они могут только наступая как-то сдерживать. А наступая, вот они новых солдат берут, своих вот этих зэков, да, вот ЧВК Вагнер, там, да, какой-то бред несут. Почему-то все остальное называют боевики, бандиты, террористы. А самых настоящих террористов, убийц, там, садистов, маньяков называют частная военная компания Вагнера там, и так далее. Это, между прочим, украинские многие журналисты повторяют. День за днем вот эту ФСБшную утку. И когда они посылают вот этих своих бандитов, зэковских, там разного, бичей со всей России, которых они собрали, вот эти бичи, короче, ну, одного же украинца убивают, создают проблемы. И таким образом создают напряженность для Украины. И вот одного за одним. И вот сзади стоят заградотряды, и далеко не все там кадыровцы, вообще там не кадыровцы, там стоят самые настоящие русские. И они их расстреливают, кто отступает. И вот таким образом вот идет, конечно, большая потеря вот этих зэков, бандюгов российских и там разных бичей со всей России. Но одновременно это и как бы сдерживает Украину. А сейчас уже как бы сейчас пойдет контрнаступление. И вот этот плацдарм, который они займут и остановятся, да, и будут держать, его можно, во-первых, пробить, а во-вторых, можно его просто обойти или перелететь сверху, и дальше будет уничтожаться. Поэтому у русских плохо все. И мы это знали, что это будет. Мы знали это с первого дня войны, с первого дня нападения 22-24 февраля 22 года. И после этого знали, и каждый день предупреждали, и мы наблюдаем за ситуацией, все видим. Поэтому как-то так, да, как-то так. Так, Сладков плюс Гаага равно пожизненно. Совершенно верно. Асна, как считаешь, имам Шамиль герой или трус? Я считаю, что имам Шамиль не герой. Я считаю, что человек, который сдался в плен после того, как почти 90% чеченского народа похоронил, сражаясь против Российской империи, этот человек героем быть не может. Да, это юридически он был имамом, он и остается в истории таковым. Мы его сами назначили не из-за того, что он там супер какой-то герой был, просто человек был грамотный, был против России. И чтобы не спорить, и чеченцы иногда так делали, брали себе, нанимали на работу, так сказать. Все, попользовались им, время ушло, все, можешь идти. И когда началась война, они сказали, чтобы не спорить. Вот, например, у нас Магомед Хамбиев стал министром обороны, потому что Басаев, Гилаев, они все как-то сказали, нет, ну не хочу я там, ну, как-то, ну, за эту должность драться, ну, может, например, Гилаев даже президенты не баллотировался и так далее. И вот таким образом ему досталось. Человек был грамотный, показал себя очень хорошо, правильно. Первый указ, который издал имам Шамиль, был указ о том, что любой дагестанец, аварец, который придет на чеченскую землю, должен быть оштрафован и выгнан.
вплоть до убийства, по-моему, это его указ, он сам аварец был, за то, что его аварцы предали, за то, что его родственники пытались убить, там покушались, и он бежал с сыном. А потом его сыновья служили в царской России, и он сам сдался, жил в Калуге, ему разрешалось выезжать за границу, он ездил в Мекку и так далее, и так далее. Конечно же, он для меня не герой. И в истории я не думаю, что для чеченцев он должен быть героем. Он был нашим имамом Чечни. Как он стал имамом Дагестана, я тоже не знаю. Но он был имамом Чечни. После, когда он уже укрепился во власти, он уже собрал вокруг себя дагестанцев, своих родственников, себе людей таких. И чеченцев он уже отдалял от себя. Но и чеченцы, понимая, что идет война, на переправе лошадей не меняют, терпели долгое время. И в итоге мы пришли к тому, чему пришли. Имам добровольно, не раненый, не контуженный, не спящий, не в подлости какой-то, добровольно, осознанно, когда окружили его, чтобы сохранить свою жизнь, он пошел и сдался. Конечно же, он не герой. Не могу сказать, что он был трусом. Я думаю, он был далеко не трусом. Именно что вот столько лет сражаться, вести эту войну. Трус — это слишком громкое слово. Но то, что он не стал героем для чеченского народа, я в этом убежден. Это, я думаю, тоже исторический опыт для нас, что больше не брать себе левых, правых в руководство. Как-то так. Доброе утро, спасибо за эфир. Ну, не утро у нас, конечно, вечер. Ну, Соня, спасибо и вам доброго. Так. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Артур. Дику, Асан, я уважаю тебя, твой мне дуже дякую, дабошевик. Бадик дицхайн, ахчца кач, халхиатихон. Это 15-рублевые к нам зашли. Сун хачма хача аудиц. Сайрит свега должмаду. Мне не нужно обманывать людей, мне не нужно кидать людей, мне не нужно становиться 15-рублевыми, как ты. У меня есть деньги, я всегда зарабатываю деньги сам, не волнуйся за меня. Аслан, ты задумайся, почему те же люди не говорят, что шейх Мансур герой Кавказа, я знаю ответ. Я тоже знаю. Точнее, догадываюсь. Так. Давайте почитаем, что здесь у нас пишут в Ютубе. Да. Евгения, тоже не смотрю их. Так, насчет Невзора я всегда пишу на украинский канал, что он фашист и сатанист. Так на меня обижаются за правду. Да, там, ну и троллей очень много, и поклонников, полезных идиотов много. И знаете, некоторые украинцы считают, что их горе только есть горе. Такие украинцы тоже есть, что вот их горе это горе, а остальных горе это не горе. Это такие тоже есть. Но, извините, было бы, ну вот как было бы некоторым украинцам, если бы, например, какой-нибудь Соловьев, или вот которого сейчас взорвали, татарский, да, был, ФСБшники своего взорвали. Если бы мы ему дали гражданство Ичкерии, там, посадили бы его на главное место, он вещал бы, чеченцы ему восхвалялись бы, зашел бы украинец и сказал: ребят, ну он же нас убивал, призывал убивать, отрезать уши, это только что мы видели, и многое чего другое. Там, создавал вот эту пропагандистскую машину против чеченцев там, и так далее, против украинцев, если украинец сказал бы, например. Мы сказали: ты что, это в прошлом, он изменился, он же стал другим. Ты что, не понимаешь, что ли? А он не стал другим, самое интересное. Но даже если он стал другим, за преступление нужно отвечать. Да, ты можешь какие-нибудь там аморальные свои поступки перед Богом извиниться или перед людьми там попросить прощения. А за преступление, за убитых людей, за геноцид, который, так не бывает. Ни у украинцев не бывает, ни у русских не бывает, ни у нас, у чеченцев не бывает.
Ни у кого так не бывает. Как-то так делал. Так. Аслан, некоторые политологи предрекают блицкриг до Москвы. Как думаешь, судя по усилению балтийских государств, есть ли процент реальности таковой? Адам, Осман, я очень надеюсь, что именно так и произойдет. Я как бы не хочу сейчас много агитировать на эту тему, но я очень надеюсь, что украинские танки, наши танки будут на Красной площади в ближайший месяц. Вот мы все это увидим. Будет блицкриг. Вот в этом я на это очень-очень сильно рассчитываю. И будет так хорошо, как мы даже не предполагаем. Дал мула. Так, Гончаренко говорит кратко, но свежий факт. Так, говорят, именно Шамиль бросил в пропасть этот национальный котел. Не Шамиль послал туда людей, которые сделали это. Они разбили этот котел, там даже они убили людей. Там это было на нашей горе Мазархо. Хранили это в населенном пункте или вот в этом месте, где называется Муцархо или Мазархо. Там хранился котел, тептер и мухар. Вот этот котел, который внутри были записаны чеченские тейпы, а сверху все пришлые, или так говорят, это большой был. Его не отдавали Мазархо, Нашхо. И их там были, схватка была, и были убитые люди, там 1 или 2 человека, говорят, я читал где-то, были погибшие, и они уничтожили этот котел. Что это типа неправильно там и так далее, и так далее. Очень вполне возможно. Но это было при имам Шамиле, я подтверждаю такую информацию, я тоже слышал. Так, маршал, дума сэрга, угаду маршал, вилпас маршуоль. У Хабиева была такая должность, что он не имел права сдаваться, должен был застрелиться. Да, можно было бы даже не стреляться, но сдаваться-то зачем дать? Добрый вечер, ваши хаты. Аслан, это по-украински. Я знаю, Светлана. Добрый вечер, витаю вас. Уважаемая Светлана. Ассаламу алейкум, Аслан. Кадыров хочет назначить нового муфтия Докку Завгаева. Алейкум ассалам. Ты что, серьезно это что ли? Олдыч, мадается, адуй свободы или смерть? Алейкум ассалам, муслим Ашуэль. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ассаламу алейкум, ассалам мунду, халде ва алейкум ассалам Ахмедыч, дигду дал бухастам, Амар Нашо. Алейкум ассалам, мы с тобой персонально говорили в Дании на свадьбе сына Дани. Ну, Амар, ва алейкум ассалам. Было такое, было дело. Не обязательно это было писать, Боже, да? Где мы были, изволь, чтобы это яцахи тоже, да? Я эту информацию не распространял, да. Асла хардини юкар казарх ночью о мэшу геният ал балбиш бол малхсан. Асла хардини юкар казарх ночью о мэшу геният халбал биш бол малхсан дал мула набошевик дал мула. Украинец так не скажет, чеченцу поможет. И чеченец поможет. Настоящий украинец и настоящий чеченец. Мы у нас одна тема, одни свободные корни. Маршал Нохчичу, маршал Микола, витаю вас, Микола. В армии Украина полная перегруппировка перед наступлением. Да, Марат. Я очень надеюсь, что будет, как сказал пан Валерий Залужный, что он на танке проедется по Красной площади. Иншаллах, дал мула. Я на это очень надеюсь. Это будет славная охота, друзья. Славнейшая охота. Не ждем, а готовимся, друзья. Не ждем, а готовимся. Да,
Суд на террористическая банда ФСБ. Я очень, знаете, смотрел буквально вчера, по-моему, да, на канале, не помню сейчас название, какой украинский канал, и там написано: ФСБ это КГБ и вопросительный знак. И знаете, в Украине не провели иллюстрацию у КГБ УССР, не провели до сих пор. И вот если это не почистить, я не хочу ссориться со всеми людьми на этой земле, но если этого не сделать, друзья, и мы не сможем прийти к тому, что мы пришли, не станет Украина свободной, понимаете? Как Польша, как страны Балтии, мы должны провести иллюстрацию. Мы и чеченцы должны у себя провести, и мы ее проведем, я вам это гарантирую. И Украина должна провести эту иллюстрацию. И дело не в одном ФСБ. Да, и вот нам Кадыров говорят, ни в Кадырове, даже не в одном ФСБ. КГБ СССР. Вот все поколение, потомство, все архивы, вот это все нужно вычистить, как агневы конюшни. Только так будет стопроцентная полная победа. Я понимаю, новые там спецслужбисты это такая элита, которую нужно десятилетиями взращивать. И заменить там СБУшников, которые являются там последователями вот этого КГБ УССР, будет очень сложно, нужно время, и нам, чеченцам, это предстоит сделать, и многим другим, и грузинам, у грузин агентура КГБ огромная, в Азербайджане она есть, мы знаем, что в руководстве Азербайджана, например, есть сын КГБшника, и такой же, видимо, и в Казахстане то же самое, поэтому без этого мы не победим. Это все, да, военная победа будет, все будет, но рано или поздно телевидение у них, агентура у них, мы их не видим, а они видят нас, понимаете, они друг друга знают, агентура, а мы их не знаем, понимаете, вот в чем проблема, это большая работа, которую нужно сделать, обязательно ее нужно сделать. Дику ночью, дику. Асан, да, абсолютно верно. Да, точно. Поздравляю всех с россиянцев, с наступающими украинцами. Да. Всех потомственных КГБшников к черту на куличке. Да, в 90-е годы я была юна, но когда началась война в Чечне, у меня был шок. Снова русня приступила к геноциду. Но многие в Украине были безразличны. 70% украинцев ментально превратились в русских. Светлана, да, совершенно верно. Это очень влияет. Пропаганда это такая вещь. Нам нужно очищаться, возрождать. Большая работа будет, должна быть проведена. И мы ее проведем. Без сомнения мы ее проведем. Нам деваться просто некуда. Если мы сейчас этот исторический шанс упустим, грош цена. Ассаламу алейкум, Мавидин, марш, ночи, ауф, всех я вас приветствую, слава Украине, свободу Ичкерии, героям слава, Мавидин, слава Азербайджану и Литве. Так, 15-рублевый, привет, ассаламу алейкум, здравствуйте, я только зашла, что за тема? Тема свободная, Анджи. Любую тему обсуждаем, разговариваем, готовящееся наступление на Москву. Обсуждаем и разговариваем. Я с вами. Дуже дякую. Вся надежда на украинцев, их морально-боевой дух. Да. Морально-боевой дух украинцев нормальный, на высоте. Все нормально делают. Уважаемые ночи, ваши проблемы эгоизм. Вы своих друзей и врагов не отличаете. А можно в этом месте, уважаемый день, поподробнее? Так, 15-рублевый, привет. Вся слава принадлежит Всевышнему и только Ему.
какую-то гениальную просто выдал мысль. Ты первый, кстати говоря, кто это сказал. Если бы ты сегодня не зашел бы, я бы не узнал бы это. Хорошо, что ты сказал. Вот когда вот вы мне разные вещи говорите, такие там, вы объясняете мне, как вести. Вы же, наверное, искренние мусульмане, вы же больше, чем я мусульмане, правильно? Вы же, например, вы же объясняете мне, я, например, что-то тут делаю, вы мне объясняете как-нибудь. Давайте вместе против КГБ, ФСБ и ГРУ поговорим, друзья. Зайдите в эфир. Давайте, вы все равно умрем, правильно? Вы же верите в Бога? Я верю. Я вот поручился на строки из Корана, явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Я доверился этим, только лишь вот этим строкам я доверился, потому что я верю во все, что говорит Всевышний Аллах в Коране. Вот вы мне объясняете такие, все религиозные, вы такие, ложь, парни. Давайте про КГБ и ФСБ поговорим вместе со мной. Давайте вместе будем до конца, погибнем вместе. Что нам осталось? Дать? Мама, дайте? Давайте. Заходи, Джесси или вы кто там. Ачудюль. Вся слава принадлежит тому, кто его добился и достоин. На больших. Слава принадлежит и Всевышнему, и много чего тут. Это просто люди, которые ничего из себя не представляют. Вот КГБшник, Disquared у нас зашел, КГБшник. Да, интересный ты у нас, Disquared. Какой у тебя толк, Disquared, или Disquared, или кто ты там? Какой у тебя толк зайти и назваться КГБшником, скажи мне? Будь человеком, не будь гнидой КГБшной, будь человеком. Зачем ты становишься? КГБ это плохо. Не будь таким. КГБ это зло, это терроризм, убийство, это ложь. Будь человеком, КГБ. Зачем ты КГБ? Насчет Завгаева, чем черт, ты пошутила, я это уже думал. Аслан, ты до какого года-два назад призывал Кадырова, Аслан, ты до года-два назад призывал Кадырова сдаться в ЦРУ. Да, я обращался к Кадырову, но я знал, что это к этому все идет. И я ему заранее говорил, Рамзан, у тебя есть шанс, выйди, дай показания, и ты можешь спастись. Американская программа защиты свидетелей тебя спасет. Но он мне не поверил. Сейчас у него нет этого шанса. Может быть есть, у меня нет такой возможности его выручить. Но если он сейчас выйдет со мной на связь, я попробую приложить все усилия, чтобы ему, если он даст показания, как положено, еще можно попробовать. Надежда умирает последняя, поэтому как-то так делал. Когда ты начинаешь говорить правду, они начинают втирать арабскую дичь. У них этот бес внутри шевелиться начинает. Шейх Шамиль был аваром, но он вокруг себя собрал весь Кавказ. Ну, может быть, собрал, да. А все они сдались или все погибли они, не знаешь? Просто у нас 90% населения погибло. Вот такая маленькая загвоздка. Весь Кавказ там был, а погибло 90% чеченцев. Вот этот момент меня просто немножко смущает. А так, конечно, он собрал. Всех, кроме чеченцев. Хотя чеченцы погибали, им, наверное, не до этого было вокруг Шамиля собираться. Ну ладно, не будем сильно на Шамиля наезжать. Оставим его. Бог ему судья, он уже предстал перед ним, пускай перед Богом отвечает. А мы просто сделали вывод, запомнили и все. И имеем, короче, опыт, да? Исторический опыт, он ценен. Как же надоели эти религиозные зомби. Это не религиозные, Катя Чеченко, зомби. Это КГБшные, 15-рублевые, продажные. Нормальный, да, верующий человек, они нормально себя ведут. Только КГБшники, 15-рублевые, которые сидят и пишут. Они сами не верят даже в Бога. Они просто пишут здесь эти комментарии. Поэтому
Мы не должны поддаваться и участвовать вот в этих распрях с этими. Мы мусульмане, кто-то из нас, может вы, кто-то не мусульманин, но кто-то из нас мусульманин. Большая часть чеченцев мусульмане. Поэтому мы должны с пониманием относиться к людям, которые видят по-разному. И в нашей Конституции, да и в международном праве, каждый имеет право исповедовать любую форму религии или не исповедовать вообще никакую. И у него есть на это полное право. Главное, чтобы он не мешал нам. И многие не мешают. Но есть зомби, которых вот КГБшники нам накручивают. Куда ты, КГБ Дисквар, делся? Куда ты, КГБ Дисквар? Так, Масарга Машал, Душик, Хюгаду Машал, Рустам алейкум салам. Самые большие матерчики это салафиты, ваххабиты. Нет, это ты ошибаешься. Это матерщинники, это те, которые выдают себя вот за этих салафитов, ваххабитов. Понимаете? Это очень важно отметить. Потому что нормальный человек не будет материться. Вот ваш эгоизм насчет Шамиля. Вот ваш эгоизм насчет Шамиля. Что значит мой эгоизм насчет Шамиля? Я тебя вообще не понимаю. Я говорю факты, исторические факты. А ты мне говоришь про какие-то там мой эгоизм. Причем здесь мой эгоизм? Вообще не имеет ни отношения это никому, кроме вот исторической личности и моего мнения об этом. И все. Какой здесь мой эгоизм? Скажи, это не так было. Скажи, что во время большой русско-чеченской войны, которая иногда переходила в Кавказскую, хотя ее истории русские называют русско-кавказской, на территории Чечни эта война происходила. Руками, жизнями чеченцев она по большой части происходила. Скажи, что это не так. Нет, из-за того, чтобы кому-то понравиться, я скажу, совру исторические факты. Нет, извините, или что меня посчитают националистом. Так вот, я не националист. Абсолютно. Наоборот даже. Некоторые чеченцы мной недовольны, что я слишком толерантен к этим вещам. Но я так это вижу. Но я не могу исторические факты искажать только лишь потому, что кому-то это не понравится. Извините, сколько погибло дагестанского народа в этой войне? Скажите мне. 90% чеченцев, 80-90% чеченцев вообще не осталось. Понимаете? Все, полное истребление. У кого еще такие потери были? Скажите просто. Ингуши столько же несли, там вместе с нами воевали. Не так же, ну, столько, так, на втором месте сравнимо потерь. Скажите, что, я не понимаю просто, что вам надо, чтобы я говорил, что вот нашу, это не моя слава, это чеченцев тех времен слава. Я в этом никак не причастен. Значит, мне нужно этой славой поделиться с другими народами, просто потому, чтобы меня не назвали националистом, или чтобы я не был эгоистом. Извините, но я так не играю. Здесь есть факты. Так, Кадыров вроде не знает, что делать признание. Я живу в Германии, о нем здесь очень хорошо отзываются. О нем отзываются только такие же, как они, или обманутые русской пропагандой люди, и все. Асан, 30 семей Гуниба были дороже всех семей Чечни. Ну, может быть, может быть. Ты имеешь в виду, когда они сдавались? Да. Здесь отдел Аслан КГБ ФСБ Окагешерг. Окагешерг. Асан, они тебе говорят, что надо кушать или какой чай пить, а какая погода на улице. А то ты не знаешь. Да, Асламбек, совершенно верно. Ассаламу алейкум из Израиля, свободу Ичкерию. Ва алейкум ассалам, Ильгар. Амин, амин, свободу, свободу. Да, Собяк.
Из 25 лет сражений 19 лет Шамиль был в Чечне. Мне кажется, все 25 он был там. Может, иногда уезжал куда-то. Асламбек, им Дикхарцан уводит основная тема. Да, и я, ну, мне все свободно разговаривают, просто пообщаемся. Пускай уводят. А другое время он провел в Калуге. Да. Дел, Мадикейлер Аслан. Все верно сам. Порой национальный эгоизм, он не во вред, а для самосохранения народа. Да, Евгений, я абсолютно, если же там кто-то принимал участие, я первый буду говорить, что он принимал. Потому что мне не нужно искажать в угоду чеченцев что-то. Но факт остается фактом. Имам Шамиль стал потом имамом Чечни и Дагестана. Почему он стал имамом Дагестана, я так и не понял. Но сейчас дагестанцы следуют заветам имама и не сопротивляются России. Вот так некоторые нам преподносят. Он же сдался в плен. И на этом выращивается молодежь, которая говорит, что нам имам завещал не сражаться против большой России там, и так далее, и так далее. Ну хорошо. Но какое отношение к Дагестану это имеет? Только его этническое происхождение? Но он мог быть американцем. Он мог быть, я не знаю, якутом. Какая разница? Кто-то был, поддержали его, все. И что теперь? Имам Якутии и Чечни, и Якутии, что ли? Не так же это происходит. Если приложили руку кавказские народы, клянусь, я буду больше их даже говорить, чем они сделали. И я говорю про некоторых, что они больше сделали. Потому что я хочу таким образом подчеркнуть уважение к этим людям, которые сражались за это. Хоть их было мало из своего народа, но они много сделали для этого, боролись. И не обязательно с оружием в руках. Даже не столько мне даже с оружием интересно, вот сейчас в моей деятельности. Мне интересно, кто об этом писал, говорил, разоблачал это. Ну, сколько есть ученых, профессоров, антисоветчиков, дагестанских, осетинских, черкесских и так далее. Очень мало, если они есть. Очень мало, которые эту работу вели. У нас-то ее уничтожали. Все, что мы писали, добывали, уничтожалось, дискредитировалось и так далее. У других тоже. Ну где это? Ну ладно. Так. Пока Европа не отделилась, так, саламку алейкум. Вы проиграли, потому что вы говорили, мы чеченцы. Да. Если бы мы сказали бы, что мы дагестанцы, мы выиграли бы. Но это же не так, ну зачем ты мне сейчас? Вот мы проиграли, потому что все помогали России, понимаешь? Все. Давайте я не буду сейчас все факты приводить. Давай я не буду рассказывать сейчас последнюю войну, как в Ханкале, если вот ты заходишь, как будто ты в Махачкалу попал, ты если там Ханкалу увидишь. Потому что все дагестанцы проходят контрактную службу в Чечне служить. Самые жестокие, которые проявляли зверство по сравнению с чеченцев, это не я говорю, это люди, которые принимали участие, это были дагестанцы. Им, видимо, заставляли их это делать, но факт есть факт, что мы потому что были чеченцы. Зачем ты мне сказки рассказываешь? Если вы поднялись бы, как некоторые из вас поднимались в Дагестане, в других, черкесы, ингуши, другие, все поднялись бы, мы бы давно выкинули бы Россию с Кавказа. Мы одни воевали. А потом уже, когда победа, ее уже нужно поделить. Славу, там, доблесть. Вот давайте на всех поделим. Нет уж, друзья. Есть отдельные представители, которые сражались, гиблись, честь и хвала. И мы их знаем поименно. И будем их признавать. Но факт остается фактом. Друзья, факт остается фактом. Потому что мы говорили чеченцы. Мы избрали себе имама, не чеченца. Кто из вас может похвастаться из кавказских народов, ну кроме вот черкесов, которые шейха Мансура тогда подняли его знамя, поддержали его.
кроме черкесов, кто еще есть? Скажите, кто чеченца или другой национальности поднял и держал, делал его своим лидером. И сейчас это даже обсуждать не нужно. Нужно принимать факт просто. Чтобы сейчас обсуждали. Я не хочу сейчас ругаться и говорить там, что мы больше сделали, что мы меньше сделали. Я хочу исторические факты. Есть они. Нравится это кому-то или не нравится. Они есть. И это нужно принять. И то, что нас обзывать националистами или там какими-то, это легко, конечно, сделать. А попробуйте сделать то, что мы сделали. Вот наши люди сделали. Вот и все. На этом весь разговор заканчивается. Понимаете? Не надо говорить. Есть факт исторический. Имам Шамиль сдался в плен. Все. На этом мы закрыли точку. В Ханкалу вы сейчас можете поехать. Там огромное количество служат дагестанцев. Именно дагестанцев. Ни черкесов, ни ингушей. Хотя есть и те, все там есть. Но в основном дагестанцы служат. Почему вот у дагестанцев такая ненависть к чеченцам, скажите? Вот объясните мне. Это факт. Вы поедете, посмотрите. Почему они считают, что прийти в Чечню служить это достойно? Хотя чеченцы пошли спасать Чабан-Махи, Карамахи, даргинские села, которые русские уничтожали и попросили помощи. Это тоже факт. Чеченские добровольцы пошли спасать Чабан-Махи и Карамахи, которые просили о помощи. И их спасли, вывели женщин, детей и стариков. Это тоже факт. Вы не можете это отрицать. Вот и все. Давайте говорить по фактам. Если бы чеченцы знали всю свою историю, мы бы не наступали на те же грабли каждые полвека. Совершенно верно. Смотрите, Дискуэрт, который представился КГБшником, хотя он вроде хотел сказать это на меня, теперь говорит, Рамзан Ахмадович достойный сын своего народа, иншаллах. То есть, этот человек пытался назвать меня КГБшником, будучи сам заступником за агента КГБ. Ну, а кто он после этого? Вот смотрите, кто на нас такие вещи пишет. Вот и все. Поэтому ты уходишь в пролет, где он. Дискуэр, дуа, мило. Ты ушел, где он. Мы, чеченцы, знаем о свободе на Кавказе. Были, этому есть факты истории Кавказа. Это было и это продолжается так быть. Понятно? Правильно ты говоришь, Хамер. Так было и так всегда будет. Несли и будем нести. И всех, кто нас поддерживает в этом, никто нас не убивает, кто не служит нашему врагу, чтобы поиметь с нас копеечку, что занимает наши дома. За это время дагестанцы ни разу не провели митинг внутри Дагестана и не сказали: освободите чеченские дома. Люди, вернувшись с Казахстана с депортации, которые не смогли, они умерли, не смогли вернуться в свой дом, понимаете? Это братья-мусульмане живут у нас, дагестанцы, живут в нашем. Хотя это все туфта, все это. Братья-мусульмане, братья не мусульмане. Это все туфта. Это туфта показывает то, что аухи, люди, которых незаконно Сталин отправил в Казахстан, они не могут в свой дом вернуться. До сих пор. Вы можете это понять? Ни дагестанская власть этого не сделала, ни дагестанский народ не организовался и не сказал: ребят, что мы делаем? Это же наши братья. У них же там тяжело, геноцид, они из Казахстана вернулись. И так далее, и так далее. И это нам придется сделать правовым и силовым путем. И тогда это освободятся, эти земли. До этого почему-то их не освобождают. Вот и все. Вот их просто делать выводы, чтобы на нас бросить камень. Посмотрите, мы заняли, у нас в Чечне живут дагестанцы с селами целыми. Пол села, там, четверть села, обчеченившиеся, говорящие. Это наши граждане. Никто их не гонит и никогда их не прогонит. Это наши граждане. Мы не относимся к ним. Есть предвзятые отношения, я никогда это не разделял и не буду разделять. Вот есть факты. Давайте исходить из фактов. И все.
Так, по предмету истории Дагестан в школе учили, что имам Шамиль как герой. Вам не кажется, что это какой-то парадокс? Он воевал против России, а его считают героем. Да, но это тоже очень важно. Но это, знаешь, для того, чтобы делалось, чтобы сломить нашу волю, чтобы мы признали его героем. А если ты его считаешь героем, он же сказал, завещал не бороться. Значит, и мы не должны не бороться. Это такая ассимиляция. Вот в чем важность его сдачи в плен. Что человек сохранил свою жизнь, это хорошо. Любой человек, я призываю всех, кто оказывается, вот рядовых всех бойцов, которые оказываются в окружении, и они могут погибнуть, пускай они 20 лет тюрьмы получат, но они сохранят свою жизнь. Это очень-очень важно сохранить свою, если он там не располагает какой-то секретной информацией и так далее. Но первый человек, флаг, знамя, он не может сдаться в плен. Не имеет он на это права. Он уже не принадлежит себе. Он становится первым человеком не для того, чтобы пользоваться властью над этими людьми, но и нести ответственность за то, что он стал этим. Вот чем важно. Ведь на примере имама Шамиля много дагестанских детей обучали, что нельзя оказывать сопротивление, нельзя с Россией воевать. Нам имам Шамиль завещал. Вот что, друзья. Весь мир знает Кавказ благодаря Рамзан Кадыров тоже. Ладно, вы должны понять, ты православный, так. Я всегда говорю, нет, если бы сказали бы мы кавказцы, я всегда говорю, мы кавказская нация. Я и так считаю. Я считаю, что мы кавказская нация, у нас много общего, у нас много культуры, традиций очень много общего. Но есть исторические факты, которыми не поспоришь. И я не могу утверждать, только лишь из-за того, что моя кавказская нация, я должен сказать, что все были. Нет, извините. Есть, например, семья Кадыровых, некоторые говорят, они не чеченцы, но они обчеченившиеся, даже если они не чеченцы. Они говорят, живут среди нас как чеченцы. Допустим, они чеченцы. Есть Адам Демирханов, есть Даудовы, там еще 3, 10. Кто-то из них точно есть чеченец. Так вот, я их тоже называю. И это никак не задевает других чеченцев. Понимаете? Я говорю, вот эти люди являются предателями. Они служат России. Они враги чеченского народа и государства. И если другие россияне были за Россию, которая нас убивала, то я не могу, извините меня, я не могу сказать по-другому, кроме как есть. Я не могу сказать, что в Урус-Мартане тиран, убийца, живодер, садист Гаджиев был не дагестанцем. Я так не могу сказать. Понимаете? Он пришел оттуда. Я не могу сказать, что в Аухе живут чеченцы, которые не могут в своих домах поселиться на Хасавюртовском районе. Что это наша земля и наши дома. Понимаете? И когда Кадыров там какой-то трюк попробовал сделать, дагестанцы вышли и сказали, нет, мы не отдадим нашу землю. Кому? Кому не отдадут землю? Они внутри тюрьмы находятся. Что Кадыров ее заберет, что она находится у одних, у русских эта земля. Но на это дагестанцы выходят на митинги против Кадырова. Показать, какие они мужчины. Показать. А когда им нужно выгнать вот тех, кто живет в чужих домах не по закону, вот этого не хватает этого. Ну где вы тогда есть, мои братья дагестанцы? Вот у меня вопрос возникает. Просто объясните мне. Я
считаю всю нашу нацию, кавказскую нацию, единым организмом. И грузин, и осетин, и пришедшие на наши народы, которые есть. Вне зависимости от религии и национальности. У нас очень много схожих. У нас характеры схожи, у нас менталитет схож. Несмотря на большие различия одновременно. И мы так и будем жить единой кавказской семьей. Но исторические факты, я не могу сказать, что вот мы потеряли 90% населения, а дагестанцы не потеряли 90% населения. И потом я буду восхвалять имама Шамиля. Я так не буду делать, потому что это неправильно. Сейчас была война. Мы потеряли 30%. Некоторые говорят, даже больше мы потеряли. 300 тысяч потеряли. Кто из наших соседей потерял столько же? Кто поднял восстание? Я не говорю про отдельных смельчаков, отдельных воинов, которым честь и хвала, и всю историю, нашу чеченскую историю, мы будем их восхвалять. Всех имена, фамилий, которые мы знаем, мы задокументируем и будем знать этих героев. А их дети у нас будут получать пособия, которые пришли, погибли, защищая нашу землю. Но извините, Дагестан в этом не участвовал. Дагестан участвовал на другой стороне. К большому сожалению. Дагестан, он в Ханкале сидел. Другие сидели в других местах. И так далее, и так далее, и так далее. Это факты. При всем при этом я не хочу нас разделять. Но я не хочу ту заслугу, которой нет, ее никому отдавать. И только лишь за то, что скажут на меня, я националист. Николько я не националист. Наоборот. Я уже переболел этим в детстве, в юношестве, переболел этой болезнью. Это проходит. Ну ладно, давайте, много мы об этом говорим. Еще часики я с вами посижу, друзья. Давайте поговорим о чем-нибудь более интересном. Да? Просто это мое мнение, чтобы вы его знали. Я его не скрываю никогда и не буду скрывать. Катя Чеченко, Шамиль Басаев не был аварцем. Не был аварцем. И ты сейчас говоришь неправду. Это неправда. Если я правильно понял твой комментарий. Mnoguć. Basēm atsevuiți Kate. Maviți la basē advit la delar. Şu ade kan aştaliçe. Raskri buşunsun li short. Захар Аслан, теплом приветствую тебя, спасибо за правду. Захар, пожалуйста. Я уверен, ни один из предателей не чеченец, говорит, все вечно. А я вот знаю точно, что есть настоящие, вот которых я знаю, что они чеченцы, они предатели. К сожалению, это тоже правда. Это тоже правда. Есть ли реальная возможность восстановить Ичкерию? Скажи конкретно. И сам в это веришь? Ну, если я не верил бы, я бы не сидел бы, не распинался бы тут перед тобой. Правильно? Давайте поговорим о том, что красивые горы Ичкерии, чистые реки, свободный и счастливый народ. Да, Захар, да, Алмова. Мир Ичкерии, спасибо, спасибо. Амин. На все воля Всевышнего, да. Как вы думаете, контрнаступление Украины будет удачным? Я абсолютно, Кирилл, я 100% уверен, что оно будет удачным. Ну ладно, 99,9 я уверен, что оно будет удачным. 100%
не буду так слишком уже. 99,9. Причем оно будет настолько удачным, что, как говорят уже, что весь мир будет потрясен этим удачным наступлением. Это будет супер наступление, я вам 100%, 99,9 гарантирую. Да, Мулла, иншаллах. Мы молимся за это, мы поддерживаем это. И это однозначно, там супер мозги работают, там супер современное оружие. И русские готовы, русские не хотят воевать на самом деле. Они сами уже, они дезориентированы сейчас, русские. Это ложью, это пропагандой, которая ведется. И вы увидите, многие будут переходить на сторону, просто боятся. Боятся, потому что, во-первых, они боятся репрессий, и боятся, что украинцы еще не примут до конца. Но когда они поймут, что по-настоящему русских не убивают, там, не насилуют там, и так далее, массово будут сдаваться. Им нафиг не нужна вот эта КГБшная фашистская власть там. Вот куда их загнали, смотрите, куда их загнали. Великий полководец, великий собиратель земель русских, Путин. Что-то не собралось у него что-то, да? Что-то пошло не по плану, да. Так. Видно, что мен он камелдат, видно, что мен humma аллаш, адвитлаш делдаш. Ту расқш эрдушунсан, ишта вайца алча шай, эл дега уй духдаш, атилаш делаш. Ваше мнение по Осечкину, выскажитесь. Ну, я не доверяю этому человеку. Просто долго рассказывать, я не говорю о нем. Но я знаю, что заниматься тем, чем он занимался в Москве, в Европе, в России, жить и заниматься. И сейчас какие-то слишком у него друзья от Фейкина и других остальных. Короче, никакого доверия нет. И все. Больше я не буду ничего о нем говорить. Предатели есть у всех народов. Да, есть, но чего. А сам в 2002 году наши воины поймали ФСБшников, среди них оказалось 2 дагестанца. Их отпустили из-за того, что это был месяц Рамадан. Ну, это просто анекдот, Чечня, не Россия. Это просто анекдот. Я не верю, что их можно было отпустить из-за того, что месяц Рамадан. Так не бывает, это не может быть. Это, я не знаю, месяц Рамадан, то ФСБшник работает, то. Да ладно, это анекдот, просто анекдот, от этого можно смеяться. Так, когда выиграет Украина, как думаете, регионы России по типу Чечни, Дагестана, они отсоединятся? Кирилл, во-первых, мы не регион России, и никогда им не были. И когда Украина воевала, дружила с Россией, мы с ними воевали. И мы никогда не называйте нас, пожалуйста, никаким регионом России. Мы вышли из Советского Союза и частью Российской Федерации никогда не были. Хотя и в Советский Союз мы вошли незаконно. Нас насильно, мы единственная советская энциклопедия говорит о том, что нас присоединили. Все остальные входили добровольно, подписывали бумаги и так далее. Мы не регион России. Это так, для сведения. То, что мы отделимся, это деоккупируемся свою страну, деоккупируем, и я надеюсь, весь Кавказ, я в этом убежден, надеюсь, и что мы деоккупируем свою страну, в этом я уверен, и надеюсь, весь Кавказ тоже. Все, понял, принимается. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Редвол, приветствую. Так хочется видеть единый Кавказ, как при царице Тамаре, без рабства, просто вместе против врага. Было бы круто, было бы круто. Я не помню, как было при царице Тамаре, но я бы хотел, чтобы Кавказ был единым. И Грузия тоже насильно была введена в Советский Союз. Ну, может быть, я не знаю, я читал про Чечню, что она присоединена, Чечения. Так.
Российские регионы отделяются от России, поскольку не хотят быть прокаженными из-за преступления русской Украины. Более того, они не захотят платить репарации. Российские регионы отделятся от России, поскольку не захотят быть прокаженными из-за преступления русской Украины. Более того, не захотят платить репарации. Но я думаю, тогда Москва будет платить. Все деньги уходили в Москву, и потом Москва распределяет бюджет. Будет платить Москва, если, правда, не знаю, откуда она будет брать, но тогда и Сибирь, воевала же и Сибирь у нас, и Дальний Восток у нас убивали, геноцид совершали, и сейчас в Украине совершают. Ну, разберемся, я думаю. Салам всем свободным людям, салам, Асан. Салам, Эд, витаю тебя. Нет, Асан, я сам это видел. И это приказал Дока. Ясно, Дион. А точно Дока, ты видел, что это Дока приказывал? Точно приказ от Доки был. Ва алейкум ассалам, ночка. Но дагестанцы не были ФСБшники. Но ты же написал, они ФСБшники были. Так. В 1923-1924 году была присоединена. Ну, она к Советскому Союзу, Грузия, да, ты имеешь в виду, была присоединена? Что означает Ичкерия? Есть кто знает? Google нормально ответ не дает. Подскажите, кто знает. Это территория, называется равнинная плата. Ичкерия есть у нас там обозначение. Да, Грузия официально не вступала в Советский Союз, правительству пришлось в Европу бежать. Ага, ну, в царскую империю входила, в Советский Союз не входила. Ну, молодцы, хотя бы хватило. Ну, там тогда все так сделали. Новая власть ведь была. Те расстреляли своих царей. Например, в Чечне был тогда, как его, Топа Чермоев, по-моему, да, или Орца Чермоев. Они тоже пытались там что-то с большевиками, против большевиков что-то мутить. Но в итоге не получилось. Так-то служили. Где вам еще дополнительный вопрос? Откуда вы читаете? У меня идет в Ютубе идет и в ТикТок идет стрим. Так что заходите на канал Реалити. Он запрещен в фашистской России. Если с России вам найти его будет сложнее, но в других местах можно найти. Кто знает, Бахмут взяли или нет? Нет, Бахмут не взяли. Взяли или не взяли, не имеет значения. Там нет ничего, чтобы брать. Берут города, а не кирпичи или там пыль, которая остается. А так ничего там не взяли. Не переживай, золотой фонд фашистской Российской Федерации заморожен. И там столько, что после суда всем хватит. Дай Бог, Эд, дай Бог. Ждем, когда вы нам перечислите, Эд. Витаю, когда и где ждать интервью с Сашей Сотникой? Витаю, не знаю, когда ждать. Дагестанцы во Вторую войну собирали подписи под коллективным заявлением о выселении чеченцев на имя правительства России. Ночикант. Да, было такое. Это было в Калмыкии. Также всех олигархов и их семьи туда, куда они пытаются спрятать доллары, выявляют и арестовывают. Дай Бог, дай Бог. Топа это был. Даже возглавлял Горскую республику какое-то время. Да, Топа был, но до него Орца его отец был, который служил царю. А Топа его уже по наследству уже пытался изменить. Да, Горскую республику они хотели. Интересно, Китай заберет пол России? Я думаю, во-первых, американцы, англичане, украинцы тоже имеют право, и не меньше, чем Китай имеют право на кое-что и кое-как. Я думаю, Китай может забрать, конечно, часть территории тоже, он так, наверное, и сделает, но Китай заберет Путина. Вот мне кажется, он сбежит туда.
Первое время он уже себе подготовил, я думаю, он сбежит туда и будет там сидеть, там прятаться. Посмотрим. Фото на Фейсбуке разве не ваше, Сотников? Да, но это старое, это было несколько лет назад, Дометиев. Это было на форуме «Свободной России», когда я еще пытался с ними найти общий язык. Это было в 2018 году, 5 лет назад это было. 5 лет назад это было. Губу закатай, говорит Наталья. Да нормально, зачем закатывать? Нормально же. Все нормально, Наталья. Нормально, нормально. Вы это нормально. Как у вас там? Победокурили или там? Нормально. Людей поубивали, геноциды поустраивали. За все нужно платить, за все нужно платить. Вон 180 тысяч уже похоронено в украинской земле, больше даже. И дальше будем возвращать все. Всех, но это-то еще некоторые и так ничего из себя не представляют, а будем, кто виноват непосредственно, кто непосредственно организовывал это все. Вот их всех будем возвращать. Как вы думаете насчет ребят из «Свободной России»? Кирилл, это очень сложный вопрос. Знаешь почему? Потому что, во-первых, я не верю некоторым лицам, которые от «Свободной России» выставляются. Очень мне странно бывает вот это поведение, которое они себя ведут. Во-вторых, я считаю, что если реально люди борются с империализмом, а не потому, что Украина сейчас сильная, и сейчас она даст по шее, и можно будет захватить власть, прийти на украинских плечах, прийти к власти. Такие мысли тоже у некоторых, я думаю, возникают. Если эти люди искренни в своих побуждениях, если они борются против зла и империализма, который они несут, вот, их страна, их империя несет на украинскую землю, и вот они сейчас решили помочь украинцам, то это другой разговор. Но если они пытаются там, либо это агентура, либо они пытаются там на украинских плечах, понимая, да, многие же понимают, что Украина победит, потому что за Украиной стоят англоамериканцы. А англоамериканцы последние 100 лет вообще ни одну войну никогда не проигрывали. Они вообще не любят это дело. И они не проиграют эту войну. А тем более, если там воюют украинцы. Да, украинцы хорошие воины еще с советских времен и нашими чеченцами признаны, которые служили с ними. И Джохаром Дудаевым нашим признаны. Поэтому я доверяю этим людям. И поэтому победить Россия не может. КГБшники могут создать видимость, что они очень мощные, испугать, там, заслать кадыровцев, там, заслать кувалдой Пригожина, там, еще что-то, теракт сделать, взорвать, отравить. Вот это они могут создать, там, запутать, обмануть. Это специалисты большие. Сейчас они этим как раз в Украине занимаются. И они еще далеко до того, чтобы их одолеть, вот этих КГБшников. Поэтому на фронте намного лучше дела, чем я вам скажу, чем на украинском телевидении и там в кабинетах и так далее. Так вот, вот эти свободные России, если они есть, и если они реально понимают, что их страна несет зло, убивают людей имперские, вот это бациллу они несут, то первое, что они должны сделать, они должны за все преступления признать. Но я что-то не слышал от них, например, про чеченцев. Самое большое преступление путинской Россией, КГБшной Россией, демократической Россией совершено по отношению к чеченцам. Нас убили 30%, нас взяли в заложники и так далее. Но эти люди не произносят ничего. Потом они переходят вот эту белорусскую, Орловскую, по-моему, да, они сейчас зашли, быстро пофоткались и ушли оттуда. Для чего это делается? Вот у меня вот вопрос. Ну, для чего? Показать, что вот мы можем? Ну, может быть, нужно показать, что мы можем. Да? Но, а результат от этого какой? Есть от этого результат? Нету от этого пока результата.
что вот сейчас Россия разваливается, что вот у них там грязня между собой. Нету у них грязней. Нету такого, что вот сейчас там народ поднимется. Народ зашуган в России. Народ боится. Народ бежит из России. Но он не поднимается. Они разобщены. И этому много-много лет способствовала. Это пропаганда, спецоперация ФСБ там, и так далее, и так далее. Поэтому я не отношусь с большим доверием с этой свободной России, вот этой группе людей. Хотя я надеюсь, там есть искренние люди, которые занимаются этим. Вот им у меня респект. Вот, если они там есть, к ним я проявляю респект. Ну вот пока у меня вот так. Пока у меня вот так. Да? Победит Россия, иншаллах, говорит Натали. Нет, Россия, нет, и Натали, не победит Россия. Иншаллах, дал мулла, она не то, что не победит, у нее нет никаких шансов. В преступной войне, вот Наталья, вот вы говорите, вот ваша страна развязала войну. Вы нас, чеченцев, называли террористами, убийцами, плохими людьми, там, людоедами, мусульманами, дикарями. И ваш Путин нас называл дикими, бешеными зверьми, называл нас. Если звери, он говорил, это бешеные звери. Сам взорвал ваших дома, ваши, в 99 году, ваших русских. 307 русских он тогда убил. Я много видео снял на эту тему. Вы можете у меня на канале в Ютубе посмотреть. И другие люди тоже об этом говорили. Но сам факт остается фактом. Когда он это сделал, он нас назвал бешеными зверями. Вы это схавали, вы пришли вместо того, чтобы отомстить за своих 307 русских КГБ, Путину и Патрушу, вы пошли топить в крови нас, наших женщин, детей и стариков. И убили 30% от нас. Сейчас вы напали на людей, которых называли братьями. Там есть русские, вот у меня есть тут подписчик в Ютубе, его зовут Иван. Он сражается против вас. Он русский, он украинец, он в ЗСУ. Он сражается. И вы ведете неправедную, агрессивную против брата, фактически, которого вы называли брат. Брат он, не брат, это пускай генетики выясняют. Украинцы не любят, когда так говорят. Но называя их братом, а там есть и русские среди них, допустим, братья, вы их убиваете. За что? Просто у меня один единственный вопрос. Нас, чеченцев, вы назвали, мы мусульмане там и так далее. Хотя я не согласен с тем, что мы бешеные звери и так далее. Но это как-то вы объясняли это. Все, кто так объясняет, сам бешеный зверь. Ну, как-то. За что вы украинцев убиваете? Объясните мне. Что они вам сделали? Они у вас что-то захватили. Они вас поработили. Они вам что-то плохое сделали. Вы жили в Крыму. Я жил в Москве. И все русские приезжали в Крым. Или возвращались в Крым, или кто-то туда ездил. Иногда, редко-редко, все предпочитали в Испанию, в Турцию, там, в Филиппины, или в Мальдивы, еще куда-то там, в Таиланд. В Крым не особо любили. Но тот, кто ездил, все говорили на русском. Вся администрация была русская. Никто там русских не ущемлял. Наоборот, русские ущемляли там. И украинские русские ущемляли, и приезжие русские ущемляли. Крымских татар, украинцев и так далее. К вам очень толерантно и с уважением относились. Ваш флот там находился. Вам никто его не собирался убирать оттуда. Вам продлевали аренду на этот флот. За что вы убиваете? За что? Вот ты говоришь, иншаллах, Россия победит. В чем? За то, что вы напали на чужую землю и вырезали там в Буче. Вот эту Бучу вы нам устроили во всей Чечне. Самашки, Катарюрт, Алды, любой населенный пункт вы возьмете, у нас Буча. Просто в Буче вас оттуда погнали, а в нашей Чечне вы остались. И сумели скрыть это все. Хотя у нас есть доказательства, но многое вы пока скрыли. Объясните мне, Натали, я не русская, я мусульман с Дагестана. Мне все равно. Ты такая же соучастница этих убийств. Русская это не русская, мне без разницы. Ну вы же россияне, вы же за Россию великую нападаете. Ты же говоришь, да, иншаллах, Россия победит. Вот объясни мне, за что вы убиваете украинцев? Вы очень сильно ошиблись. Вам нужно было, дагестанские мусульмане, мне плевать, кто вы, если честно. Чеченские вы мусульмане. Если вы за Россию,
Вы враги, враги всего человечества. И не будет так, что вы убиваете, и вам это сходит с рук. Понимаете? Сходит с рук. Не будет это сходить с рук. Все. Пришел конец. И надо было поверить Джохару Дудаеву, который говорил: не обижайте украинцев. Не обижайте. Вы пожалеете. Живые будут завидовать мертвым, если украинец вернется забирать свое. И мы все возвращаемся забирать свое. Поэтому вам лучше не лезть в это все, уйти, не помогать КГБшному путинскому режиму, всей вот этой КГБшной кодле, сохраниться на один день свою жизнь. Вам нужно уходить, спасать себя. Вы не виноваты в этом. Понимаете? Вы должны отстраниться от этого. Если вы не убивали, а не сидеть, иншаллах, там туда-сюда. А этот Гарик мне пишет с немецким флагом. Конечно, из Германии очень легко любить Путина. Скоро за это будешь, как за поддержку Гитлера, в нос получать и уголовную статью получать. А ты поедь в Россию и там люби Путина. Посмотрим, какой ты будешь крутой. Давайте дальше ваш комментарий. Ты мне не ответила, за что вы убиваете украинцев? Просто мне интересно. Ладно, мы плохие. За что вы убиваете их, скажите мне? Ответь, пожалуйста, Натали. Русская, не русская мусульманка. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. А ты не с России? Нет, конечно. Я с Ичкерии. Я гражданин Чеченской республики Ичкерия, которую оккупировали, аннексировали русские фашисты и террористы. Я с этой страны. Ассаламу алейкум, мудушевич. Ва алейкум салам, Турпал. Машволь. О, брат, дику Турпал, дал бухаста. Дал савел Турпал, а подальше. Ты политики не разбираешься, это видно. Да хорошо, зато ты разбираешься. Аллах атту бойла масу дик шуманта, иншалла, дере сумасира бойлуэ. Кстати, в Германии за Z в тюрьму на 5 лет сажают. Да, нужно его привлечь. Слава героям Украины. Амин, слава героям, слава. А как вы думаете, чеченский народ сможет отвоевать былую независимость? 100%, конечно, сможет. Сейчас уже время солнца свободы, как говорил Джохар, взойдет со стороны Украины, оно восходит. И да, мула, осталось немного, да. Спасибо за подарки, друзья. Когда буряты заходили в дома украинцев, они удивлялись, как мы так хорошо живем. Вот, кстати говоря, этот Иван, он мне здесь пишет, о котором я вам только что говорил. Вы не будете преданы огласке, кто не успеет. Так, подождите, вам это сообщение, это нужно зачитать. Все, кто игнорирует полиграф, есть выход. Просто не участвуйте в политической жизни Ичкерии и просто слушайте и ждите. Агенты КГБ, слушайте Аслана, и хоть очередь большая, пока не поздно. Вы не будете переданы огласке. Кто не успеет, сведения будут опубликованы. Многие будут очень сильно разочарованы, даже те, у кого были заслуги. Совершенно верно, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. Спасибо тебе за эту информацию. Это, наверное, нужно будет отдельно как-нибудь мне записать и сделать объявление этим товарищам, чтобы не лезли, не нашу ичкерийскую вот эту политическую культуру. Отойти в сторону и сидите, господа, сидите. Еще никто не понимает, еще думает, что как-то здесь что-то можно. Нет, не можно, нельзя делать. Все, приехали, закончилась лафа дело. Конец делал, Лафландии делал. Так, давайте дальше. У незаконно рожден нет ни брат, ни сестер. Урус барин, холоп барин. Так, когда бурят заходили, в свое время я по незнаку думал, что Ичкерия борется с терроризмом. Да, Иван, многие так думали. Многие так думали. Россияне, патриоты любят родину издалека, так надежнее. Да, Ян Украин, точно.
Да, украинское солнце зашло, ура. Да, восходит. Скоро, через пару недель начинается контрвосхождение солнца. Да, мула. Россия кидает авиабомбы на Запорожскую область, Орехов, Гуляйполе и на Донецкую область. Славянский на пятиэтажку кинули, там дети погибли. Это преступление. Да, это они могут. Ассаламу алейкум, баркал аслам, все будет Ичкерия. Ва алейкум ассалам, довели, витаю вас. Спасибо, все будет Ичкерия, да, мула. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, машу ошер. Кто такие люди, как ты, должны быть во главе Ичкерии? Спасибо, спасибо. Слава свободной, прекрасной Ичкерии, героям слава. Слава героям Украины, героям слава. Салам алейкум, алейкум ассалам. Друзья, всех приветствую вас, всех приветствую. Так, я с вами еще полчаса посижу, друзья. Россия может воевать только с мирным населением. Да, это правда. Россия, знаете, что самое опасное, украинцы, вот для вас я говорю. Я это постоянно говорю у себя в Ютубе, кто меня видел, слышал, знает об этом. Победить уже в военном плане вы их уже одолеете. Это вообще в этом даже ни малейших сомнений. Самое сложное вот это вычистить КГБшную вот эту агентуру. И сейчас очень сильно взялись за КГБшников, очень сильно. И есть установка на то, что будет тоже суд над ними, потому что они бенефициары, они зачинщики, организаторы этой войны. Путин, Патруш, это все выходцы из КГБ СССР. Также у вас внутри в Украине были эти КГБшники, ведь главарь СБУ сбежал, да, и по-другому как главарь я его не называю, который сбежал в Россию, когда Януковича прогнали. И, конечно же, осталась агентура, она есть. Например, когда в Крыму почти все, не почти все, по-моему, все СБУшники перешли на сторону России. И этих людей, это самые главные люди. В любом государстве спецслужбист это хребет государства, это элита государства. И, конечно, это очень нужные люди и так далее, и так далее. Ну, короче, там, сами понимаете, без этого никак, без спецслужбы и так далее. Но они должны быть за Украину, они должны быть за украинский народ. Мы должны служить народу, правильно, а не какой-то КГБшной верхушке или какой-нибудь группе. И у нас, у чеченцев, эта проблема. Мы силой духа и будучи, правда была на стороне, и мир нас поддерживал. Америка нас поддерживала, Англия нас поддерживала, Украина нас поддерживала. Ну, кто поддерживал. И благодаря этому мы силой духа победили в Первой русско-чеченской войне. Но мы не справились с их безграничной, бездонной ложью, обманами, провокациями, спецоперациями. Мы не были просто готовы к этому. И вот сейчас на вашем телевидении я замечаю, вот именно вы идете таким же путем. И они также сделали, они поняли, что не могут, их армия не может нас выиграть в бою, то они начали вот, использовать спецслужбы, вот эти свои действия, вот эти спецмероприятия. И в итоге мы оказались опять в их руках, мы оказались у них в заложниках. Вот такая вот была ситуация. Поэтому все украинское телевидение с российскими представителями. Вот Глеб Пьяных такой есть. Видимо, не хватает уже людей. Сперва он в Турцию пошел, какие-то там бреды снимал, там про квартиры, стоимость жилья, там 3-10. Сейчас объявился в Украине. И я всегда обращаю внимание, они всегда говорят на чеченскую тему. Обязательно им нужно обозначиться. Что-нибудь нужно сказать такое, либо прямо пренебрежительное, или же прямо агрессивное против чеченцев. Прямо так грубо сказать, они прямо сказать, ну, очень сильно боятся, помягче я скажу это, очень сильно они боятся, потому что мы спросим с ней, и с Украины спросим, и тут в Европе спросим, если они прямо на нас будут наезжать. И они говорят, ну чеченцы хорошие воины, молодцы, туда-сюда, но это часть России. А нам не надо говорить хорошие воины, мы не хорошие воины, мы свободные люди. А свободный человек, если он в это верит, он тогда становится хорошим воином, хорошим ученым, хорошим писателем и так далее, и так далее. А нам говорят, да, в армии они такие смелые, но это часть России, ваши Гордоны, Мордоны. Вот так вот,
вот эти люди у вас в огромном количестве. Фейкины, Гудковы, ну каждый день просто открываю русскоязычный украинский сегмент, и вот мы все время видим вот этих товарищей. За это время, за год, за больше года вот широкомасштабной войны, они ни разу не призывали поднять бунт в России, поднять людей, не организовывались и так далее. Максимум, что они сделали теракт. Якобы теракт, убийство Дугиной. Вот этот Пономарев взял на себя эту ответственность. И потом это пытался пристегнуть к Зеленскому. То есть президента свободной борющейся Украины и сделать террористом, который убивает маленькую какой-то винтик. Я не верю, что Дугина убили. Я думаю, что это спецоперация, ее там пластическую операцию куда-то переправили на новый фронт работы. Но сам факт того, что как представили это как теракт, Пономарев берет, и потом он у Фейкина рассказывает, что этого хотел Зеленский. Я у себя это в Ютубе выложил, этот кусочек тоже вырезал и выложил. Вот это мы все проходили, так нашего Дудаева пытались запачкать. И вы все, которые говорят, вот Иван, ты мне пишешь, что думали с терроризмом борются. Вот из-за таких спецопераций вы думали. Потому что постоянно велась вот эта пропаганда. Мы тоже отвечали, что мы правду говорили, показывали, но нас не хватало, потому что пропаганды было у них больше. И возможностей у них было больше. Вот что меня волнует, что сейчас происходит. Вот это нужно как-то исправить. Понимаете? Вот с этим нужно как-то бороться. Они то одно говорят, то другое. Сперва они входят в доверие, они могут год-два говорить такие вещи, которые вы будете просто принимать всем сердцем. Они будут самые ярые патриоты. Вы поймете, что вы вообще никакой не патриот, настолько они будут патриотами. А потом в нужное время, нужный нарратив они запустят. Понимаете? Где-то запачкать, где-то сказать вот в нужный момент просто. Вот как это все делается. Аслан, поверьте, мы все бачим и чуем, придет час и с ними разберемся. Дай Бог Любомира, я знаю, что есть и думающие люди, и я занимаюсь тем же, чем занимаются вот ваши думающие люди, которые все чуют и бачат. И мой долг это говорить, я буду это говорить. Сейчас идет интеллектуальная информационная война, 75% победы, и Аслану нужна народная поддержка. Он говорит правду, и один из этого первый готов пройти полиграф. Конечно, я готов и призываю всех пройти полиграф. Похоже, что РФ национальная идея это разрушение, так себе идея, чтобы чего-то хорошего создать для себя и тем паче для других. Да, Жень? Нужно уничтожить, разрушить, сжечь вот национальная идея России. Обратите внимание, уже те, кто бомбил летчик-командир эскадрильи Мариуполь, украинский Моссад, быстро учатся и расправа неизбежна. Наблюдайте за сводками. Да, нам нужен чеченский Моссад, украинцам нужен свой украинский Моссад. И он должен быть, и он будет обязательно. Свобода. Вы великий народ, свобода Ичкерии от путинской империи. Да, от фашистской Российской империи. Спасибо. Амин. Салам алейкум, алейкум ассалам, дыштема шойль. Так, друзья, я, наверное, закончу свой стрим. Катя Чеченко, ты тут чеченок замуж выдаешь. Как будто здесь какой-то, я не знаю, это... сайт знакомств или там, я не знаю, брачное агентство, выходите замуж, ты что за призывы у меня тут делаешь? Не надо чеченцев и так мало нас, но надо чеченка, пускай уходит за чеченца и размножаются как можно больше. Это тоже не национализм, это так, чтобы мы постгеноцидный народ, нам нужно свой язык, культуру сохранить.
Devam çağırış badek diçu. Ma voç visen çun şayadu badek diç. Yesiler diz. No reklam sayıcuma da etson dukayak. Как будто давай поженимся, да, не говори. Да, так, друзья, смотрите, я свой стрим заканчиваю. Мой стрим, сегодняшний стрим, очень интересный, может, на канале Reality HRCI, канале Reality Аслан Арцуев. Зайдете, найдете. Сегодняшний стрим я назвал Аслан Арцуев свободный лайв. Вот вы можете зайти и можете посмотреть то, что вы не увидели. На этом я свой стрим заканчиваю. Нынешнее положение в Украине и такие сойдут. Оттуда и гражданство Низору и разные подобные персонажи. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Сомнительно, правда. Так, украинцы, вы тоже спрашиваете своих болтунов, таких как Гордон, он человек Кобзона, выводите его. Кобзон был вне закона в США. Да, это точно. Баркал Аслан, Довели, и вам спасибо. Всего самого хорошего. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикер, друзья.